Время новостей Татарстана на ТНВ. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем расскажем в этом выпуске. Европа изучает опыт Казани. Многим городам Европы остается мечтать о том, что сделано в Казани. Чему учит спортивная столица, знает Александр Севастьянова. На борту теплохода вместо 300 – 440 пассажиров. Было возбуждено уголовное дело. Что уберегло пассажиров и кто ответит за перегруз теплохода в сюжете Лейсан Сабировой. Дом на островке. За отсутствие дороги мы ни материал, ничего не можем привезти сюда. Почему улица Советская оборвалась, а жители остались изолированными? Репортажи из Тюлючей у Альбины Минибаевой. Слезы счастья и грусти одновременно. За плечами 11 лет счастливой школьной жизни. Да пока я ничего не понимаю еще. Как-то не доходит до меня то, что все это заканчивается. Последний звонок вместе с выпускниками услышал Салават Мухаммадуллин. Президент России Владимир Путин наградил орденами за заслуги перед Отечеством третьей степени председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухамедшина и митрополита Казанского и Татарстанского Феофана. Глава татарстанского парламента удостоен государственной награды за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность. Митрополит Феофан отмечен за большой вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия в обществе. С госнаградой председателя Госсовета поздравил Рустам Минниханов. Награду от президента России он назвал знаком уважения по отношению к заслугам Фарида Мухамедшина. Это высокая заслуженная награда, символ признательности за ваш неустанный созидательный труд, за благородные общественно значимые начинания, отметил президент Республики Татарстан. К другим новостям. Как сохранить рентабельность спортивных объектов после соревнований? Опытом сегодня делилась Казань, причем с европейскими коллегами. Столица провела международный семинар Ассоциации региональных контрольно-счетных органов Европы. Чему научили уроки спортивной столицы, знает Александр Севастьянова. Казань – спортивная столица России. В последние годы город стал центром мирового спорта. Старт интенсивного развития Казань взяла с Универсиады 2013. Именно благодаря этому событию в столице Татарстана появились 35 новых спортивных объектов. Хорошо заложенный спортивный фундамент стал тенденцией. После Универсиады Казань ежегодно принимает крупные мировые соревнования. С трибун столичных стадионов болельщики на разных языках поддерживают своих спортсменов. С успехов начали и сегодня делегации по спортивному аудиту из 10 стран – Бразилии, Швейцарии, Венгрии, Франции, Испании – собрались под одной крышей, чтобы перенять опыт Казани. Спортивные сооружения были размещены в жилых районах и сегодня активно используются населением столицы. Часть спортивных объектов передана нашим ведущим вузам и сегодня используется студентами. Есть факторы, которые подтверждают разумность инвестиций. Во-первых, расположение объектов, их доступность и удобство для использования горожанами. Во-вторых, они привлекательны и созданы по современным стандартам. Многим городам Европы остается мечтать о том, что сделано в Казани. Именно такое эффективное использование заинтересовало коллег. Ни один построенный объект в Казани после Универсиады или мировых чемпионатов не пустует. В отличие, к примеру, от стадиона в Женеве, который использовали только для проведения чемпионата Европы в 2008 году. Наш стадион с тех пор, с игр 2008 года, больше не заполнялся на 100%. Например, в Турине, когда были Олимпийские игры, все объекты были прекрасно сооружены, но они не были, как нам известно, достаточно хорошо использованы. И чтобы такого избежать, рекомендации контрольно-счетные органы в работу должны включаться еще на стадии разработки проекта. В республике последовательно реализуются государственно-целевые программы, проекты, направленные на развитие спорта. Отсюда благоприятные условия для здорового образа жизни. Сейчас в Татарстане спортом так или иначе занимаются 1,5 миллиона человек. Александр Севастьянова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. И сейчас главная арена Универсиады готовится к Кубку Конфедерации. К 1 июня стадион планируют сдать организаторам чемпионата. Напомним, соревнования начинаются 18 июня. Для зрителей и гостей бесплатные междугородние проезды и богатая культурная программа. Что Кубок грядущий нам готовит, расскажет Адель Коломеец. Купил
билеты, оформил паспорт болельщика, получив путевку в прекрасные выходные. С Сочи до Казани можешь проехать бесплатно на поезде. Если вы живете в Москве, купили билет на матч в Сочи, вы можете поехать туда и обратно на поезде абсолютно бесплатно, ну и, соответственно, также в любой город. И это не все. В Казани в день матча общественный транспорт для всех обладателей билетов также будет бесплатным. Вообще организаторы для удобства предлагают пользоваться только общественным транспортом. Всю подробную информацию по закрытию дорог можно будет узнать на специальном сайте Кубка Конфедерации. А вне матча ориентироваться по Казани помогут 800 волонтеров. Еще более 1000 ребят будут встречать команды, помогут разместиться в гостиницах, отработают на стадионе. Спрос на билеты в целом высокий, как я уже тоже говорил, особенно матч с Россией, Россия-Мексика. На данный момент доступны во всех ценовых категориях. Всего их 4. К первому матчу Португалия-Мексика у Казани-арены установят фигуру забиваки. До июля в парках и скверах запланировано проведение ряда развлекательных мероприятий. Город украсит брендированной продукцией. В Казани ждут большое количество гостей. Номера в гостиницах бронируют активно. Адрекламиц, Лейсан Сабирова, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Булгария уроком не стала. С перегрузом в 100 человек вернулся с рейса в Казань теплоход «Москва». Случись трагедия, спасательных жилетов и плотов всем бы просто не хватило. И дело, возможно, бы так и не получило огласку, если бы пассажиры сами не обратились в полицию. Сейчас возбуждено уголовное дело. Кто в списке виновных, знает Лейсан Сабирова. Теплоход идет, народ волнуется. На палубе вместо разрешенных 300-440 пассажиров не то чтобы сидеть, стоять негде, скажут потом они. Тех, кто был на том рейсе, переполняют эмоции. Ситуация какая-то была серьезная. Мы теплоходом пользуемся не постоянно, только субботу и воскресенье. И первый раз это случилось. Между селом Ташовка и Казанью несколько остановок на каждой дачные поселки. В воскресенье направление популярно. Усугубили ситуацию сложные погодные условия. Все как 6 лет назад на Волге. Сценарий Булгарии мог повториться. Порывы ветра достигали 14-17 метров в секунду. Только эта команду теплохода не смутила. Они продолжали посадку, да. Они аргументировали тем, что надо уезжать всем. И что этих теплоходов больше не будет. Чтобы попасть на палубу теплохода, нужно купить билет и пройти проверку. В Казани система такова. На маршруте движения теплохода от Ташевки до Казани несколько малых населенных пунктов, и понятно, что там такого контроля нет. Обеспокоенные пассажиры начинают предпринимать меры. Народу было очень много. И на нас никто не обращал внимания. И поэтому вынуждены были люди уже звонить куда-то. В Казань теплоход прибывает в 15:45. Здесь уже команду встречают правоохранители. Видео с камер наблюдения подтверждает факт перегруза. Осмотр судна показал, что на момент оказания указанной услуги по перевозке пассажиров на теплоходе имелось только 345 спасательных жилетов, в том числе 30 детских, 8 спасательных кругов и плот, вмещающих 25 лиц. Таким образом, организаторам перевозки не были соблюдены все установленные требования безопасности по перевозке пассажиров внутренним водным транспортом. Это значит, в случае что, спасти удалось бы не всех. Видимо, события 6-летней давности не стали уроком для владельцев судна. Его обслуживает Татфлот. Сегодня с ними связаться не удалось. Судоводители все знают, и до капитанов доводят те происшествия транспортные, которые происходят как на внутренних водных путях, так и на море. Должны как-то предвидеть их, наверное. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса. Лейсан Сабирова, Амир Зальшев, ТНВ, Казань. Жизнь в окружении и изоляция. Одна из семей в селе Тюличи оказалась оторванной от своей собственной улицы. Вместо дороги у них проход через огороды соседей. С одной стороны дом окружает река, с другой соседские участки. Альбина Минибаева разбиралась, почему к собственному дому не проехать, не пройти. Соседи сначала очень сильно ругались, потом как-то вошли в положение. Дорога к дому через соседей и только пешком. Семья Гумеровых оказалась с одной стороны окруженной участками, с другой – речкой, оторваны от своей улицы. И так уже 2 года. Дороги нету, никакая техника не заедет. И через речку никто перекидывать материал не собирается. Варианты проезда лишь в перспективе. Первый вариант, когда мы этот дом покупали, как раз судебный процесс по этому варианту шел. А это вот второй вариант – проложить мост через речку. И соседи бы остались довольны. Только вот администрация решила иначе. Пока здесь вот это бревно. Не пройти, не проехать. Вместе с главой, с администрацией провели собрание, то, что деньги выделены на строительство на 2016 год. Но потом оказалось, что денег-то нет. Была еще старая дорога, но на ее месте сейчас соседская баня. И всегда была дорога, естественно. Это был просто проход, наверное, земельный. Все.
А официальной дороги это не было. Земля не была в муниципальной собственности, говорят в администрации района. Поэтому обратно проход не восстановить. Построить мост и вложить 15 миллионов рублей ради одного дома для исполкома – дорогое удовольствие. В бюджете сельского поселения эти деньги не предусмотрены, но пока в данный момент насчет этого ничего не могу сказать. Речка, водоохранная зона, такие вопросы возникают сразу. И скорой не проехать, и пожарной, что интересно, не проехать, да никак. Окруженный участками и водой, таково настоящее семьи Гумеровых. А перспектива пока бездорожная неизвестность. Альбина Минибаева, Игорь Романов, ТНВ, Тюльчинский район. Коммунисты Татарстана считают, что на площади Свободы должен остаться памятник Владимиру Ленину. Об этом руководство КПРФ заявило сегодня на пресс-конференции. На ней они рассказали о подготовке к Всероссийскому съезду партии и прокомментировали сообщения некоторых СМИ. В них говорилось, что монумент могут перенести. Напомним, площадь Свободы ждет реконструкция. Накануне мэру Казани презентовали проект ландшафтных дизайнеров. По одной из идей на площади вместо памятника хотят установить фонтан. Да, поменьше асфальт. А кому не нравится памятник Ленина, площадь Свободы? Есть соответствующее решение Казанского совета народных депутатов об установлении этого памятника. Она находится, как говорится, в реестре. Вы смотрите новости Татарстана. Вот о чем речь пойдет далее. Это вообще карстовое озеро, очень глубокое. Спасти от заболачивания и сохранить для потомков. Здесь надо обязательно его почистить. В Волжско-Камском заповеднике начали восстанавливать озеро Карасиха. Как преобразуется водный объект, узнавал Марсель Аскаров. Слезы счастья и грусти одновременно. За плечами 11 лет счастливой школьной жизни. Да пока я ничего не понимаю еще. Как-то не доходит до меня то, что все это заканчивается. Последний звонок вместе с выпускниками услышал Салават Мухаммадуллин. Рустам Минниханов сегодня встретился с президентом компании Siemens Джо Кезером. Президент Татарстана отметил, сегодня продукция предприятия представлена практически во всех отраслях экономики республики. КФУ и компания Siemens здравоохранения подписали соглашение о сотрудничестве. А это целый ряд совместных проектов, от поставок новейшего оборудования до создания профильного образовательного центра на базе Елабужского института КФУ. Мы заинтересованы сотрудничать, продолжение сотрудничества. Также хотели бы, чтобы вы рассмотрели возможность локализации каких-то проектов. А мы готовы создать самые комфортные условия. А ТАИФ с помощью Siemens может заняться созданием цифровой химии. Такое предложение сегодня на встрече с руководством татарстанской компании сделал президент германского концерна. Что сулит такое предложение и каковы его перспективы, узнал Дмитрий Аринин. Часть исследования отдельно сделана. Для президента компании Siemens Джо Кезера это первый визит в Казань. Его первая встреча с генеральным директором ТАИФа Альбертом Шагабудиновым. Сегодня руководители двух крупных компаний обсудили, как можно расширить сотрудничество. С Siemens ТАИФ работает с 2014 года. Так немецкий концерн реконструировал компрессор этилен на Казанском синтезе и поставил оборудование для казанской ТЭЦ-3. Наши корыстные цели в этом заключается, что мы хотим всегда иметь самое лучшее передовое оборудование. Это турбины, компрессоры, насосы, системы управления, большое количество. В свою очередь президент Siemens предложил развивать цифровую химию. Для нефтехимических производств ТАИФа немецкая компания готова поставить комплекс электроники. Такая сенсорная система может взять под контроль технологические процессы и поможет их оптимизировать. ТАИФ очень управляемая компания. Сейчас она расширяет свои мощности в нефтехимии. Это хороший случай, чтобы начать совместную работу. Я уверен, что это очень хороший проект. Руководство ТАИФа над этими предложениями обещало подумать. Это не дешевые, да, все давление, температура, все там подобное, все цифры, и тем более, я говорил, спасибо за такое предложение, мы будем, делать предложение. Обсудить это предложение в следующий раз стороны договорились на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Он пройдет в начале июня. Дмитрий Арин, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань.
В Нижнекамске масштабно отметили День химика. Трудовые династии, госнаграды и выставка собственной продукции. Нижнекамск, благодаря производственным гигантам, уже давно стал столицей республиканской нефтехимии. О самых запоминающихся моментах праздника Светлана Звонарева. Сегодня в Нижнекамск приехали представители нефтегазохимической отрасли со всей республики. На выставке все то, что сегодня выпускают предприятия. Каждый здесь найдет что-то интересное и для себя. Всегда интересно, как сказать, по телевизору смотришь, а ощущение человек, он любит ощущать руками. Вот просто было интересно разницу полипропилена от полиэтилена. Вот когда я пощупала, я теперь уже понимаю разницу. Все мне понравилось, абсолютно все. Вообще здорово все организовано. Все нефтехимия Татарстана, процветание, благополучие, чтобы всегда все было хорошо. Сегодня праздник у всех нижнекамцев. Здесь, пожалуй, нет семьи, не связанной с большой химией. Все наши химики города, они всегда были с нами. И шильники, и строители, и энергетики всегда были с нами. И вот мы, как зарождался нефтехимический комплекс, когда вместе все работали, и строители, и энергетики, и химики, так и жили и продолжают жить на сегодняшний день семьей. Поэтому все с нетерпением ждут этого праздника, и с нетерпением встречают его, и отмечают не только этот праздник среди коллег. Приходят с семьями. Пожалуй, самая трогательная часть праздника – поздравление династии. Есть семьи, где воспитали несколько трудовых поколений, работая на производствах нефтехимии. Династия работает на заводе с 1975 года. Общий трудовой стаж – 650 лет. Поздравить республиканских звезд нефтехимии сегодня с профессиональным праздником приехали звезды российской эстрады. Светлана Звонарева, Вадим Струминский, Евгений Лызаев, ТНВ Нижнекамск. Стильные костюмы, слезы и радость. 15 тысяч казанских выпускников сегодня отметили последний звонок. Треть из них – 11-классники. Окончание школы все они отметили на Кремлевской набережной. Слезы грусти и радости наблюдал Салават Мухаммадуллин. У нас молодых впереди года, и дней золотых много для труда. Конечно, очень грустно, что заканчиваем, но прикольно, что мы уходим. И такое дебовское настроение сегодня у многих выпускников. На парадных костюмах красной ленты, на душе праздник, а в голове смешанные чувства. Да пока я ничего не понимаю еще, как-то не доходит до меня то, что все это заканчивается. Мы уже, мне кажется, так не соберемся, не встретимся. С одной стороны весело, с другой стороны грустно. Слезы и радость сегодня у родителей. Эти 11 лет они прожили вместе. У меня сегодня выпускается дочь. Очень волнительно, очень трогательно, очень грустно. Этот выпускной можно смело назвать новаторским. Ученики обошлись без слез, ректоры казанских университетов вместо речей водили хороводы. В традиционном виде остался только вальс, да и тот не под классическую музыку. Проводил во взрослую жизнь казанских школьников и столичный мэр. Беззаботная пора завершилась, за плечами 11 лет счастливой школьной жизни, впереди взрослая дорога. Пусть она будет счастливой. Последний звонок для выпуска 2017. Ура! Это последняя возможность отдохнуть и выплеснуть эмоции перед ЕГЭ. Уже завтра они вновь сядут за учебники. Первый экзамен по русскому языку меньше, чем через неделю. Казань, привет еще раз. Это пицца. Как дела? Известная уфимская группа стала хедлайнером казанского выпускного. Счастливое завтра, холодное утро. И музыка света, эти ноты везде, Ты помнишь, как были мы детьми, и словно птицы крыльями весь мир хотели мы обнять. Салават Мухаммадуллин, Александр Лобанов, выпускники 2017, ТНВ, Казань. И, как обычно, самые горячие новости социальных медиа в рубрике «Минута в сети» от Матвея Просина.
Всем привет! Это «Минута в сети». Весь мир сегодня скорбит вместе с Великобританией. В результате теракта погибли 22 человека, пострадали еще около 60. Свои соболезнования на страничке в Твиттер выразила и певица Ариана Гранде, на концерте которой и произошла трагедия. Взрыв стал причиной паники не только на трибунах стадиона, но и в социальных сетях. На одном из аккаунтов появился снимок, где знаменитая певица со следами крови на лице пытается прийти в себя. Несколько часов спустя выяснилось, что фотография-то фейковая и была сделана еще 2 года назад во время съемок клипа. К этому времени снимок стал вирусным, его переслали более 100 тысяч пользователей социальных сетей. Трагедию кто-то использует и так. Меня зовут Саша Спилберг, и я видеоблогер. С этих слов накануне началось выступление 19-летней девушки в Госдуме. Как же отреагировали пользователи сети? Едкими комментариями и большим количеством фотожаб. Самые приличные из них мы публикуем в нашей рубрике. Ну и под занавес площадь полной свободы. Фото с таким названием опубликовал пресс-секретарь президента Татарстана Эдуард Хайруллин. Тот самый случай, когда важен не только удачный ракурс, но и меткий комментарий. Это была «Минута в сети». Продолжим завтра в вечерних новостях на ТНВ. Счастливо! Отсутствие еды в холодильнике не повод для изъятия ребенка. В рамках нашего проекта в объективе ТНВ «Большая семья» нас сегодня заинтересовала новая инициатива Минобрнауки. Здесь планируют разработать инструкцию по изъятию детей из семей в случае угрозы их жизни и здоровью. Сейчас у органов опеки неограниченные полномочия. В новом же документе будет все четко прописано. Забрать ребенка можно будет лишь в том случае, если других решений проблемы не остается. Мы спросили у казанцев, что для них значит угроза жизни и здоровью детей. Алкоголики, не знаю, наркоманы, которые рожают детей, и дети им не нужны. В таких случаях я считаю, что да, государство пусть вмешивается. Для меня всегда было угрозой, если бьют. Я всегда очень, даже вот так вот ударят, у меня сердце болит уже. Это уже, я не считаю этих родителями. Родители выпивают. Потом, отношения, конечно. Может быть... То есть отношения, это что вы подразумеваете? Физическое? Физическое. То есть психическое состояние родителей, мало ли, бывает, люди разные. Пьяные, неблагополучные где семьи, террор какой-то учиняют над детьми, издеваются. Они, как садисты, они получают удовольствие от того, что мучают детей. Зачем? Тогда, чтобы были дети с ними, с этими родителями. Многие сейчас завели детей, на их дотации пьют и живут, как говорится, как им удобно. А дети бедные и попрошайничают, и что-то там вытворяют. Отсутствие присмотра, побои регулярные, да, когда ребенок не ходит ни в детский сад, ни в школу. Сделать привлекательным для туристов Волжско-Камский заповедник начал уникальный проект по восстановлению озера Карасиха в Зеленодольском районе. Они выиграли грант Всемирного фонда охраны дикой природы. На что экологи потратят 1,5 миллиона рублей. Сегодня на месте побывал Марсель Аскаров. Это вообще карстовое озеро, очень глубокое, воронкообразное. Но много лет назад, более 20 лет назад, оно было из-за дорожных работ по реке. Пошел сток твердых взвешенных веществ, и оно замылись ключи. Восстанавливать нарушенную экосистему озера Карасиха начнут с плетневого забора. Он будет сдерживать грунт и песок, который попадает в водоем и в итоге приводит к заболачиванию. Очистку озера проведут без вмешательства человеческого фактора. Сюда высадят биоплаты из камыша и рогоза, которые аккумулируют в себе загрязнение. Третьим этапом станет установка искусственных плавучих гнездовий для гнездования диких уток. Сколько уже сделали? 4 есть уже. Озеро Карасиха – это живой организм, говорит сотрудник заповедника Анвар Аюпов. Его еще можно спасти и сохранить для потомков. Очень сложно получить на такие проекты деньги. Хорошо, что есть фонды соответствующие. И на конкурсной основе мы выиграли 1,5 миллиона рублей. И на эти деньги составлен проект. Надеемся облагородить сам это озеро. Жители поселка Садовый, где находится озеро, проект одобряют и поддерживают. Ведь это их любимое место для отдыха. Оно заболачивается, его уже давно надо восстанавливать. Его не только там
что-то немножко делать, а надо много сделать. Здесь надо обязательно его почистить. И, наконец, последний этап проекта — смотровая площадка и понтонный мост. Он появится на краю озера. Мост и площадку уже заказали, их установят в августе. Марсель Аскаров, Амир Залюшев, ТНВ, Зеленодольский район. Эфир продолжит программа «Вызов 112». В Чистополе обрушился потолок торгового комплекса. Все подробности через несколько минут. Ну а сейчас прогноз погоды. И до встречи в 21:30. Уверенность в своем здоровье – ключ к долгой и счастливой жизни. Компьютерная томография от 1650 рублей. 590-03-03. Внимание! Срочная ликвидация склада новых Nissan. Скидка 180 тысяч не предел. Подробности в автоцентре «Марка». Звони 4 пятерки 3 единицы. В клинике Медел уникальное лечение варикоза ног на любой стадии. В клинике Медел уникальное лечение варикоза ног на любой стадии. Весь май в Мебельграде распродажа. Скидки на 100% мебели. Химия – это не просто формулы, опыты и сложные вычисления. Химия – это превращение. Это чудо, которое происходит постоянно. Волшебство, за которым стоит ежедневный труд простых людей. Казань-Оргсинтез поздравляет всех с Днем химика. Только до конца мая. Лада Веста с выгодой до 30 тысяч. Лада Гранта до 60 тысяч. И X-Ray до 80 тысяч. Подробности на сайте parus.lada.ru. Автоцентр «Парус». Нефть играет важнейшую роль в развитии нашей страны. Без горючего не поедут машины, комбайны не соберут урожай, корабли не выйдут в море, а самолеты не поднимутся в воздух. Для этого необходимы тысячи километров магистральных трубопроводов. Транспортировка нефти – важнейшая и очень ответственная задача. Она движется по трубам под огромным давлением. Утечка нефти может привести к настоящей трагедии, экологической катастрофе или жертвам среди людей. Чтобы этого не допустить, магистральные нефтепроводы постоянно проходят техническое обслуживание. Сотни специалистов круглосуточно обеспечивают безаварийность работы. Важно помнить, что вблизи трубы запрещены любые работы строительной техники. Нельзя жечь костры, рыть карьеры и строить дома. Все пропало, сок, творожки закончились. Нужно быстро все купить? Выбирай пятерочку. Чай Липтон, черный, 100 пакетиков, 199 рублей. Хорошо, когда нужное рядом. Пятерочка выручает! Внимание! 3 причины купить Volkswagen в мае. Первая причина – Volkswagen Polo на автомате и с кондиционером за 585 900 рублей. Вторая причина – новый Volkswagen Tiguan на автомате за 1 299 000 рублей. Третья причина – роскошный седан Volkswagen Passat за 1 399 000 рублей. Позвони сейчас. Volkswagen. Здравствуйте! О погоде после полезной информации. Вы собрались заказать шкаф-купе и не знаете где? Закажите в компании «Данил Мастер». Работают быстро и качественно. Сделайте заказ сейчас и получите бонус «Комод» в подарок. Доставка и установка бесплатные. «Данил Мастер», город Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. По данным сервиса «Яндекс.Погода», завтра по Татарстану температуры начнут повышаться. И на юго-востоке, в Бугульме, Бавлы, Азнакаево будет ясно и без осадков. Ночные температуры +3, днем до 19 градусов выше нуля. А вот на северо-востоке в дневные часы возможен дождь. Ночью +4, днем около 17 градусов тепла. На севере Татарстана, Менделеевске, Актаныши, Агрызе ночью без осадков и +3, днем местами с дождем +17. На северо-западе, Варске, в Кукмаре, Балтасе переменная облачность, в дневные часы возможен дождь. Ночью +2, днем 18 градусов выше нуля. На юго-западе республики теплее, чем в других районах Татарстана. Ночью +4, днем воздух прогреется до +21. В центральных районах днем также возможен небольшой дождь. Ночью +3, днем +19. В последующие дни температуры станут еще выше, местами пройдут дожди.
Спонсор показа компания «Русан Плюс», официальный дилер завода «Альта Профиль» по Татарстану, предлагает сайдинг, фасадные панели, водостоки, дренажную систему ПВХ и приглашает в новый магазин на Журналистов 101, филиалы на Родина 8А, а также в Лаишево и Набережных Челнах. Сайдинг, цокольные панели, водостоки и многое другое от российского производителя. «Альта Профиль». Безупречный стиль вашего дома. ЖК «Приволжский» — это кирпичные дома с индивидуальным отоплением от 45 тысяч рублей за квадратный метр с чистовой отделкой. ЖК «Приволжский» — качество по разумной цене. Телефон 561 08 81. ЖК «Приволжский» – это кирпичные дома в чистовой отделке с индивидуальным отоплением в 12 километрах от центра города. Цена от 45 тысяч рублей за квадратный метр. ЖК «Приволжский» – чистый воздух и прекрасный вид на Волгу. О погоде в Казани. Ночью без осадков и 5-7 градусов выше нуля. Днем возможен дождь, плюс 17-19. Ветер западный порывистый, 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы и завтра составит 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 74%. О погоде рассказала Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания. Сайдинг, цокольные панели, водостоки и многое другое от российского производителя. «Альта Профиль». Безупречный стиль вашего дома.